Доброе утро, дорогие зрители! В эфире «Утро Якутии» на канале Якутия-24. Всем желаем хорошего пробуждения. За окном только начинается новый день, а мы уже спешим поделиться с вами самыми важными новостями, хорошей музыкой и отличным настроением. Оставайтесь вместе с нами, целый день. У нас работают два канала, телеграм-канал, а также канал в Максе. Поэтому подписывайтесь, мы делимся последними хорошими новостями, интересными заметками, полезными советами, и все только для вас. Ну и не забывайте, конечно, делиться и вашими впечатлениями. Дорогие друзья, ну и как всегда о погоде. В центральных районах сегодня 17-31 выше 0, в Заречной группе плюс 21, плюс 33, в южных 17-24 со знаком плюс, в Вилюйской группе 14-25 градусов тепла, в Нижнеленских плюс 15, плюс 23, в западных 13-24 выше 0. В Колымо-Индигирской группе Улусов 18-30 со знаком плюс, в Янских 14-25 градусов тепла, на северо-западе плюс 7, плюс 24. В 6 часов температура воздуха в Якутске составила 20 градусов, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, ветер северный 2 метра в секунду, сегодня днем кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем все еще летняя, плюс 30, плюс 32 градуса. Дорогие друзья, погода нас по-прежнему радует, лето продолжается, но будьте, конечно, внимательны, в грозу лучше на улице не оставаться, все-таки порывы ветра достаточно сильные, ну и если есть необходимость, надо все закрепить, чтобы не улетело, да, дачные постройки какие-то, еще на крыше, может быть, строения. Ну а прямо сейчас мы спешим к вам с последними новостями. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. В России задумались над созданием универсальной цифровой экосистемы на базе портала госуслуги. Важным преимуществом портала, как отмечается, является то, что каждый пользователь надежно верифицирован. И это дает возможность доверенного взаимодействия между гражданами, бизнесом и государственными органами. Уточняется, что окончательные решения по стратегии развития сервиса еще не приняты, обсуждение продолжается. В Якутии реализуют программу содействия занятости молодежи. Уровень безработицы в республике в первом квартале составил 8,9%. Для решения проблемы в регионе действует программа до 2030 года. В этом году планируется временно трудоустроить более 600 подростков, усилить профориентацию и мониторинг занятости выпускников вузов и колледжей. Также для помощи соискателям продолжает работу молодежный кадровый центр, организующий профильные ярмарки вакансий и встречи с работодателями. Эта программа, она имеет несколько направлений. Основных это 4. В первую очередь это профориентационная работа для того, чтобы наша молодежь делала осознанный выбор и шла в профессию. Безусловно, это соответствие образования реальным потребностям рынка труда. Значит, наша задача всем вместе комплексно все-таки достичь главного результата, чтобы все выпускники, во-первых, 100% трудоустраивались, чтобы уровень нашей безработицы снижался. Российские компании в первом полугодии стали отправлять своих сотрудников в командировки на 3% чаще, чем в прошлом году. Так, представители сферы образования по итогам первого полугодия в среднем отправлялись в командировки 25 раз в месяц, работники из сферы добычи полезных ископаемых 9, сотрудники компаний, занятых в сфере административной деятельности и услуг 6. Москва остается главным деловым центром почти для всех сфер, где работа связана с частыми командировками. В международных же ярко прослеживаются индивидуальные векторы развития различных отраслей экономики. Так, добывающие компании сосредоточили свои деловые интересы в Ташкенте, Пекине и Атырау. Заслуженный образцовый коллектив России «Народный ансамбль Кенчери» стал абсолютным победителем республиканских и дальневосточных конкурсов по хоровому искусству. На данный момент воспитанники ансамбля готовятся к финальному этапу Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России», который пройдет в сентябре в городе Кострома. В фестивале примут участие 400 детей из 15 хоровых коллективов 8 федеральных округов России. И получили право выступать на всероссийском финале фестиваля «Поют дети России». Так, при этом нам надо помощь. Так, и призываю наших предпринимателей и руководство республики, Министерства культуры и просвещения оказать помощь.
В Якутск вернулась сборная республики по пулевой стрельбе, успешно выступившая сразу на 2 престижных всероссийских стартах. Первые состязания прошли в Ижевске, где якутским стрелкам удалось завоевать 7 медалей. 1 золото, 2 серебра и 4 бронзы. Затем спортсмены выступили в стрелковом комплексе «Лисья нора» в Подмосковье, где за награды боролись свыше 400 спортсменов из нескольких десятков регионов страны. Это юноши и девушки до 15 и 17 лет. Как отметил главный тренер сборной Николай Попов, старты показали, что новая команда может на достойном уровне представить Якутию в дальнейшем. Сейчас спортсменов ожидает несколько дней отдыха, а затем плотная подготовка к очередным состязаниям. В августе месяце сделаем еще маленькие сборы, тренировки. Детям отдыхать сейчас летом, наверное, не придется, потому что очень важные и эти рейтинговые старты будут насчет первенства и спартакиады. Ребята могут попасть в сборную России. На этом все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. Продолжаем делиться хорошими новостями. Нырнули в брачную жизнь. В столичном аквариуме мужчина сделал предложение руки и сердца любимой прямо под водой среди морских обитателей. На кадрах, которые вы сейчас видите, молодой человек достает кольцо и надевает его на палец избранницы. Аквариум на ВДНХ носит статус крупнейшего океанариума в Европе. В его стенах обитает более 8 тысяч морских животных со всего света, включая 500 различных видов рыб. Комплекс считается одной из главных достопримечательностей столицы и популярным местом для свиданий. Ну, поразительные, конечно, кадры. Получается вообще очень удивительно, когда в водолазных костюмах, ну, получается, на самой высокой точке, да, небоскреба уже делали предложение, под водой, пусть и в аквариуме так подошли креативно, тоже сделали. Какое предложение ждем в следующем? Если вам тоже необыкновенно сделали предложение, делитесь сегодня в комментариях, обязательно об этом расскажем. Ну, на самом деле, наверное, это здорово, потому что такое важное событие будет еще знаменоваться интересными, креативными фотографиями, видео и, конечно, яркими воспоминаниями. Ну, а знаете, что с утра бодрит лучше, чем интересные новости и кофе? Правильно, наша фирменная зарядка. Даже если вы только что встали, еще не до конца открыли глаза, не беда. Мы сделаем легкую разминку, чтобы ушли все зажимы после сна. Зовите детей, зовите домочадцев, нам тесно не будет. Встаем возле экрана и начинаем нашу утреннюю разминку. Ручки на пояс поставили. Делаем небольшую разминку. Начинаем с головы. Вправо, лево, право, лево, право, лево, право, вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад, вперед, по кругу. В одну сторону вращаем. Делаем плавный кружочек. В другую сторону вращаем. Покрутили, закончили. Поднимаем плечи. Делаем это эффективно и ритмично. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ручки поставили на плечи. Повращаем плечевые суставы. В одну сторону вращаем. В обратную. Делаем тоже достаточно эффективно. Закончили. Ножки поставили пошире, поустойчивее. Ручки перед собой. Сводим лопаточки вместе в одну сторону. Поворачиваемся. Вперед. Поворачиваемся. Вперед. Лопаточки сводим вместе. Прогибаем спину. Ручки делаем вверх-вниз. Пальчики собираем в кулачки. Прогибаем лопаточки. Один локоть завели за спину, второй рукой взялись за локоть, потянули локоть за спину, растягиваем суставчики, дышим обязательно, поменяли ручки, закинули ручку за спину, потянули себя за локоть, растягиваем, дышим, думаем о хорошем, расслабились. Ручки поставили в сторону. Тянемся. Тянемся из стороны в сторону. Центр тяжести оставляем на одном месте. Делаем наклончики.
по одну сторону, в другую, по 2 раза. Вперед-назад. Вперед. Назад. Вперед. Назад. Собрали ножки вместе. Ручки поставили для баланса в сторону, собрали в кулачки. Скручиваемся. Скручиваем бедрышки. Скручиваем, скручиваем. Одну ножку поставили в сторону. Переходим с ножки на ножку. И продолжаем скручиваться. Скручиваемся достаточно эффективно. Собрали ножки вместе. Разминаем коленочки и стопы. Опускаемся вниз, поднимаемся наверх. Вниз, наверх. Коленочки сгибаются, пяточки поднимаются высоко, стопы держат нас так, чтобы пяточки оставались вместе. Поднялись один раз наверх, стоим, держим позицию, пяточки пытаемся собирать вместе, не распускать в разные стороны. Расслабили, потрясли, прокатываем стопы вперед-назад. Ручки держим на поясе, не позволяем себе расслабляться. Раскачиваем стопы и поворачивали. Ручки сложили вместе, стопу поставили на носочек, поворачивали в одну сторону, поменяли ножку, поворачивали в обратную сторону. Закончили. Всем спасибо. Сегодня день кадастрового инженера. И у нас в гостях в студии, как вы уже догадались, кадастр-инженер Мария Дмитриевна Ноева. Поговорим о профессии, о часто задаваемых вопросах людям с этой профессией. Мария Дмитриевна, доброе утро. Доброе утро. Поздравляем вас с профессиональным праздником. Спасибо. Ну и, конечно, первый вопрос – это как вы пришли в эту профессию? Ну, я пришла в эту профессию в 2011 году. Ага. До этого я работала в БТИ с 2007 года, и все работники БТИ, ну, многие работники БТИ вот стали сдавать именно вот аттестат кадастрового инженера. А так, кадастровый инженер, вот как профессия, появилась в 2007 году. Вот как раз 24 июля был принят закон о государственном кадастре недвижимости. И вот начиная где-то через полгода уже появились первые кадастровые инженеры. Ага. И они сначала занимались именно оформлением именно земельных участков. А кадастровый инженер вообще-то делает не только земельные участки, а делает еще технические планы, которые в отношении объектов капитального строительства. Вот в отношении объектов капитального строительства они стали заниматься с 2013 года, чуть попозже, чем земельные участки. И вот за это время вот был переходный период с 2008 года по 2013 год. И за это время мы работая в БТИ, мы уже стали была проведена оцифровка архива БТИ, и вот этот архив БТИ мы передали Государственному кадастру недвижимости. Вот с 2013 года стали полноценно все работать уже кадастровыми инженерами. Ну, лично я, Очень например. сложно. Ну, это немножко, конечно, сложно. Но нет, вообще, это, получается, архив же огромный был. То есть Да. это вся недвижимость, которая Вся была. недвижимость России была передана до 01.01.13. Ага. Потрясающая работа. Да. Ну, вот профессия кадастрового инженера официально появилась не так давно, да? Как вы пришли, понятно. Вот ценность вашей профессии, как вы считаете, в чем? Ну, я считаю, что ценность нашей профессии в том, что кадастровый инженер вообще-то делает не только там замеряет, например, земельные участки, объекты недвижимости, ну, здания, сооружения, да, еще у него очень много работы, ну, заказчик получает юриста еще в одном лице с кадастровым инженером. Я считаю, что именно вот этот момент является вот ценностью, например, вот этой профессии. То есть профессия кадастрового инженера это очень охватывает широкий спектр. Например, там юридических вопросов очень много вопросов именно по, например, полевые работы тоже занимают, ну, работа геодезиста, да, тоже занимает свое место. И еще очень много
например, консультации именно по вопросам недвижимости у человека возникает во время работы, например. Ну а насколько вот часто возникают какие-то спорные вопросы по, не знаю, там, размерам зданий, оказывается, что не то, размерам квартир, границ земельных участков? Да, ну, часто вопросы возникают именно по границам земельных участков, ну, по старым участкам, например, да, когда участки, например, предоставлялись именно по декларации, а не без межевания, например, да, тогда возникают очень частые ситуации, что бывает у земельного участка вообще без границ. Таких участков сейчас очень много, и вот кадастровый инженер именно проводит работу по уточнению границ земельного участка. Вот эта работа сложная, и там могут возникнуть, например, споры с соседями. Мгм. И кадастровый инженер, например, если, например, какие-то споры возникают, кадастровый инженер уже, хороший кадастровый инженер как-то должен вот эти споры, например, да, и решить, например, да, чтобы у них до суда дело не дошло. Потому что если без согласования границ земельного участка, если сосед не согласится с вашими уточненными, например, координатами, тогда уже это решается только через суд. Ну да, достаточно сложно. Да, да, конечно, это сложно. А где сейчас обучаются кадастровые инженеры и много ли у нас специалистов? Ну, специалистов именно в Якутии где-то около 200, ну, а действующих где-то около 100, наверное. Я так точно не знаю, потому что кадастровые инженеры, они должны сдать аттестат кадастрового инженера, ага, и при этом они уже, ну, многие, например, имея свою базовую, например, профессию, потом они могут получить вот этот аттестат кадастрового инженера. И учиться на самом деле сложновато, потому что там надо знать вопросы, где-то 5000 вопросов, по-моему, знать, а потом сдать экзамен. Ага, там на экзамен подается где-то 70 вопросов надо ответить хорошо. Ну, Практически, достаточно сложно. Да, да, очень сложно. Ну да. Вот вы говорили о геодезистах. Вот глобальная разница профессий в чем? Ну, геодезист, например, у него основная работа — это полевые работы, да, он работает на стройках, например, изначально, да, вот, например, дается проект, и они должны строить здание, да, точно по проекту, тогда вот вызывает геодезиста, он выходит и именно говорит, вот, надо фундамент проложить по каким-то координатам, например, да, у него только потом он задает эту работу этому заказчику. А кадастровый инженер, у него полевые работы, это занимает где-то только 30% работы. То есть помимо того, что он снимает координаты земельного участка или здания, после этого он должен проводит камеральную работу, готовит межевой план, готовит технический план, и потом сдает эту работу Росреестру. Ну, проще говоря, и по результатам работы кадастрового инженера уже регистрируется право собственности на объект недвижимости. Вот в чем разница. Ну то есть получается тоже такое полноценное заключение? Да, да, полноценные кадастровые работы, и ну, потом регистрируется право собственности, а у геодезиста такого нету. Какой вот часто возникающая проблема, какой главный совет вы бы дали вот гражданам, у которых есть проблемы с земельным участком, что вот давно учтенные земельные участки, да, подняли документы, оказалось, что унаследовали, например, что их давно выдавали, не проводили межевание, вот с чего начать и как все это узаконить? Ну, надо начинать, конечно, вот, например, земельный участок надо через сайт Росреестра посмотреть, ну, там есть сайт НЦПД, там надо смотреть свои границы, забить там свой кадастровый номер земельного участка, и там сразу выходит земельный участок с координатами или без координат. Потому что если земельный участок без координат, то, а права есть, то, например, вы наследовать не сможете этот земельный участок. Поэтому вот, обязательно вот эти процедуры надо делать и вызвать кадастрового инженера, показать свои документы, и тогда кадастровый инженер, конечно, решит ваши проблемы. Спасибо большое. Я думаю, что все теперь задумаются. И, конечно, пожелания вашим коллегам. Ну, своим коллегам я, конечно, в этот день желаю много работ, много интересных работ, чтобы ваши работы очень
были, ну, чтобы ваши работы проходили через Росреестр очень хорошо, без приостановок и отказов. Спасибо большое за подробный рассказ, Марина Дмитриевна. Еще раз поздравляем вас с профессиональным праздником в лице всех ваших коллег. Желаем вам, правда, успешной работы, ну и чтобы работа всегда была приятной и неконфликтной. Спасибо. Дорогие друзья, знаете, чем пахнет 24 июля? Конечно, кофе. Именно в этот день, в 1938 году, с конвейера сошли первые банки Нескафе. Так что, если вы пьете растворимый кофе с утра, считайте, что сегодня у него день рождения. В нашей постоянной рубрике не просто цифры на календаре, а люди, события, которые изменили этот день. На календаре 24 июля. Сегодня отмечают Международный день заботы о себе. По народному календарю в этот день православные люди чествуют святую равноапостольную Ольгу, во многом благодаря которой Русь приняла православную веру. Страдницей Ольгу прозвали за то, что ее именины на Руси приходились на самый разгар полевых работ. В это время в поля и луга выходили всей деревней. Кто занимался жатвой, кто заготовкой сена, детей отправляли в лес по грибы и по ягоды. «И дряхлым старикам не пора кряхтеть, надобно о хлебе родить», — говорили люди. В этот день крестьяне молились святой Ольге о хорошей погоде, о милосердии к жнецам, о том, чтобы она дала возможность закончить работу раньше, чем рожь начнет гнить от обильной росы, которая вскоре начнет выпадать на поля. Ольга на поле подмога, верили люди. Также эту пору называли эстрадно-грозовой, поскольку нередко случались грозы. Сначала блеск, за блеском треск, за треском плеск. Так образно описывали в народе это природное явление. Также подмечали резкий гром к тихому дождю, гулкий к ливню. День Святой Ольги называли еще стажарами. Такое имя носило на Руси звездное скопление в созвездии Тельца. Яркое сияние стажар, то есть безоблачное небо, предвещало удачную страду и богатый урожай. Охотникам та же примета сулила хороший шанс добыть медведя. День в истории. В 1790 году во Франции впервые в истории документально зафиксировано падение метеорита на Землю. В 1938 году на рынке появилась первая популярная марка растворимого кофе. В 1945 году во время Потсдамской конференции Гарри Труман сообщил Иосифу Сталину о создании в Соединенных Штатах нового сверхмощного супероружия. В 1956 году основан город физиков – Дубна. В 1956 году первому наукограду России Обнинску присвоен статус города. В 1959 году в Москве открылась первая в СССР американская национальная выставка. В этот день родились Александр Дюма – отец, французский писатель и драматург. Николай Чернышевский – русский писатель, философ, литературный критик, революционный демократ. Альфонс Муха – чешский живописец, театральный художник, иллюстратор. Николай Гриценко – советский актер театра и кино, народный артист СССР. Ирина Мирошниченко – советская и российская актриса театра и кино, певица, народная артистка РСФСР. Шавкат Мирзиёев – узбекский политик и государственный деятель, президент Узбекистана. Именины сегодня отмечают Аркадий, Елена, Лев, Ольга. Дорогие друзья, сегодня день флориста, праздник людей, которые превращают цветы в настоящее искусство. Современный букет – это уже не просто подарок, а способ передать чувства о людях, которые ежедневно дарят эти эмоции, в сюжете Вероники Вайс. Цветы способны передавать эмоции без слов. Сегодня флористика – это уже не просто составление букетов, а настоящее искусство. В День флориста мы познакомились с Александром, который уже 5 лет помогает людям говорить о своих чувствах языком цветов. Мне, скорее всего, нравится творчество, передавать свою эмоцию, свое самовыражение. И, скорее всего, также я люблю общение с людьми. Имеется в виду, собирая букет, я всегда чувствую клиента и люблю сделать мир чуть-чуть добрее. За красивыми композициями скрывается большой труд, особенно в праздничные дни. 14 февраля и 8 марта. Именно тогда флористы работают практически без отдыха, а каждый заказ становится проверкой на профессионализм. Александр признается, именно в первые праздники стали для него настоящей школой мастерства.
Опыт появился после того, как я справился с праздником, например, как 8 марта. Вот. После этого я уже уверенно начал собирать букеты, понимать всех клиентов. За 5 лет профессия для Александра стала не просто работой, а частью его жизни. Она изменила его взгляды на людей, эмоции и даже самые обычные моменты, которые теперь он старается сделать особенными с помощью цветов. А жизнь стала ярче, и когда гуляешь по природе, по улице, то уже начинаешь замечать, вот какие цветы растут вокруг, какие растения и так далее. Это очень интересно. Сегодня флорист – это не просто мастер, который собирает букеты, но и человек, создающий настоящее настроение и помогающий сохранить важные моменты в памяти. Ведь иногда один букет способен сказать больше, чем самые красивые слова. Якутия 24, Вероника Вайс, Артур Наговицын, Якутск. Ну и, конечно, хочется закончить этот сюжет. Дарите цветы без повода и поднимайте друг другу настроение. Ну, а теперь давайте переместимся ненадолго на берега Байкала. Там в 5-й раз прошел международный фестиваль «Балет на Байкале. Бурятия». За 4 дня фестиваля объединил 63 артиста ведущих театров России и Монголии. Лебеди на Байкале – редкость. Один из них прилетел из Кремлевского дворца. Его прима-балерина Екатерина Первушина словно парит над озером. Сцена и Байкал стали единым целым. Первое появление мое спиной к зрителям и, получается, лицом к Байкалу. И вот эти несколько секунд, которые я шла до центра сцены, я просто любовалась. Вот этот простор, широта просто грандиозная. Мы приехали накануне, был шквальный ветер, чуть-чуть даже дождик у нас поморосил. Вот, а сегодня, видите, удивительная тишина, штиль, солнце. Артисты уверены, хорошая погода – благословение Байкала. Из года в год озеро словно ждет их выхода. Танцевать на Байкале и танцевать «Красавица Ангару» — это вообще, вдвойне, втройне, это круто вообще, это смотрится. Никаких декораций не надо, это все уже здесь стоит. Натурально. А над костюмами работали долго, чего стоит одна балетная пачка. Ее создавали 2 недели. Идет очень много слоев у нее. Каждый слой по-своему собирается в складку, для того, чтобы пачка потом красиво сидела на балерине. Ведущим 5-го балета на Байкале стал Андрес Лиепа. Народный артист России раскрыл зрителям секрет. Вчера разговаривал с руководством канала «Культуры». Они изъявили желание в следующем году зафиксировать это все и показать по федеральному каналу. Россияне откроют для себя новых артистов балета и насладятся выступлениями мировых звезд. Теперь они частые гости на Байкале. Благодаря президентскому фонду культурных инициатив мы в этом году имеем возможность привести уже большее количество солистов из Большого театра, Мариинского театра, Донецкого, из Кремлевского театра, из Монголии. Впервые балет на Байкале длился 4 дня. Сначала артисты танцевали на сцене в театре, а позже на природе. Организаторы уже думают, как удивлять зрителей в 6-й раз. Мы вчера, когда на закате смотрели, размышляли о том, что было бы хорошо показать полноценное Лебединое озеро здесь. Было бы хорошо попробовать вновь вернуться в Турку. До того чудесный вечер. Байкал вообще сегодня, просто он слушал эту музыку, смотрел на эти танцы, на эту молодежь, талантливую молодежь. Балетом на Байкале любовались около 3000 зрителей. Не только из Бурятии, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Омска, Ярославля и даже других стран – Монголии, Германии и Таиланда.
Александра Фишева, Артур Звержевич, телекомпания «Оригус». Это, конечно, потрясающе. Это нужно увидеть обязательно хотя бы раз своими глазами. Лето вообще удивительное время, время в том числе экспериментов на кухне. И сегодня в нашей постоянной рубрике «Блюдо дня» не просто окрошка. Представьте, холодный квас, нежная свекла, хрустящий огурец. И это не борщ, не винегрет. Это идеальный микс для знойного дня. Как приготовить, сейчас расскажем. Доброе утро, Якутия. Меня зовут Дмитрий Лунев, я шеф-повар ресторана «Тартуга». И сегодня мы с вами приготовим летний холодный суп окрошка, но окрошка не обычная, а свекольная. Не на квасе, а на сметане с минеральной водой. Заранее отварную свеклу, натертую на мелкой терке, заливаем минеральной водой. У меня это газированная вода, можно брать любую. Добавляю сметану 20% жирности. Добавляю порезанные огурцы, отварное яйцо, редис, порезанный также кубиком, соль, немного черного перца, горчичка. Нарезаем зелень зеленого лука и укропа. Добавляем в наш холодный суп. Также нарезаем ветчину кубиком. Сегодня у меня это куриная ветчина. Можно использовать отварную колбасу, жареную курицу. Можно использовать даже вчерашние шашлыки. Традиционно соотношение овощей и мяса в окрошке 50 на 50. Сегодня примерно у меня такое же соотношение. 50% овощей, 50% ветчины и заправка на основе минеральной воды и горчицы со сметаной. Добавляем картофель. И тщательно перемешиваем. Свекольная окрошка, возможно, для кого-то покажется чем-то необычным, слишком экстравагантным, но на самом деле это очень вкусное, легкое, холодное летнее блюдо, которым можно перекусить и освежиться в летнюю жару. Наша свекольная окрошка готова. Приятного аппетита. Не бойтесь, экспериментируйте. Из простых продуктов можно сделать вкусные, незабываемые летние блюда. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. В России задумались над созданием универсальной цифровой экосистемы на базе портала госуслуги. Важным преимуществом портала, как отмечается, является то, что каждый пользователь надежно верифицирован. И это дает возможность доверенного взаимодействия между гражданами, бизнесом и государственными органами. Уточняется, что окончательные решения по стратегии развития сервиса еще не приняты, обсуждение продолжается. В Якутии реализуют программу содействия занятости молодежи. Уровень безработицы в республике в первом квартале составил 8,9%. Для решения проблемы в регионе действует программа до 2030 года. В этом году планируется временно трудоустроить более 600 подростков, усилить профориентацию и мониторинг занятости выпускников вузов и колледжей. Также для помощи соискателям продолжает работу молодежный кадровый центр, организующий профильные ярмарки вакансий и встречи с работодателями.
Эта программа, она имеет несколько направлений. Основных это 4. В первую очередь это профориентационная работа для того, чтобы наша молодежь делала осознанный выбор и шла в профессию. Безусловно, это соответствие образования реальным потребностям рынка труда. Значит, наша задача всем вместе комплексно все-таки достичь главного результата, чтобы все выпускники, во-первых, 100% трудоустраивались, чтобы уровень нашей безработицы снижался. Российские компании в первом полугодии стали отправлять своих сотрудников в командировки на 3% чаще, чем в прошлом году. Так, представители сферы образования по итогам первого полугодия в среднем отправлялись в командировки 25 раз в месяц, работники из сферы добычи полезных ископаемых – 9, сотрудники компаний, занятых в сфере административной деятельности и услуг – 6. Москва остается главным деловым центром почти для всех сфер, где работа связана с частыми командировками. В международных же ярко прослеживаются индивидуальные векторы развития различных отраслей экономики. Так, добывающие компании сосредоточили свои деловые интересы в Ташкенте, Пекине и Атырау. Заслуженный образцовый коллектив России «Народный ансамбль Кенчери» стал абсолютным победителем республиканских и дальневосточных конкурсов по хоровому искусству. На данный момент воспитанники ансамбля готовятся к финальному этапу Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России», который пройдет в сентябре в городе Кострома. В фестивале примут участие 400 детей из 15 хоровых коллективов 8 федеральных округов России. И получили право выступать на всероссийском финале фестиваля «Поют дети России». Так, при этом нам надо помощь. Так, и призываю наших предпринимателей и руководство республики, Министерства культуры и просвещения оказать помощь. В Якутск вернулась сборная республики по пулевой стрельбе, успешно выступившая сразу на 2 престижных всероссийских стартах. Первые состязания прошли в Ижевске, где якутским стрелкам удалось завоевать 7 медалей, 1 золото, 2 серебра и 4 бронзы. Затем спортсмены выступили в стрелковом комплексе «Лисья нора» в Подмосковье, где за награды боролись свыше 400 спортсменов из нескольких десятков регионов страны. Это юноши и девушки до 15 и 17 лет. Как отметил главный тренер сборной Николай Попов, старты показали, что новая команда может на достойном уровне представить Якутию в дальнейшем. Сейчас спортсменов ожидает несколько дней отдыха, а затем плотная подготовка к очередным состязаниям. В августе месяце сделаем еще маленькие сборы, тренировки. Детям отдыхать сейчас летом, наверное, не придется, потому что очень важные и эти рейтинговые старты будут насчет первенства и спартакиады. Ребята могут попасть в сборную России. На этом все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. Ну, сегодня мы еще хотим рассказать еще об одной знаменательной дате в календаре. 100 лет назад, 16 июля, родился выдающийся якутский художник-график, один из зачинателей детской книжной графики Якутии, график Ефим Михайлович Шапошников. Сегодня его произведение – важная часть культурного наследия Якутии. На творчество мастера выросло не одно поколение юных читателей, а созданные им книжные иллюстрации продолжают воспитывать любовь к книге, красоте и родной культуре. Сегодня у нас в гостях младшая дочь художника, тоже художник-график, член Союза художников России, заслуженный деятель искусств Республики Саха-Якутия, профессор кафедры живописи и графики Арктического государственного университета культуры, искусств и креативных индустрий Туяра Ефимовна Шапошникова. Доброе утро. Доброе утро. Мы сегодня с вами поговорим о выставке, наследии. Это наследие, безусловно, Якутии, ну и, конечно, ваше. Расскажите, как творчество отца повлияло на ваш творческий путь? Безусловно. Конечно же, я являюсь тоже прямым наследником его творчества, потому что я единственный, кто стал именно художником-графиком. И когда меня спрашивают, а что тебя побудило, это для меня вопрос риторический. Потому что наша мама, нас 4 детей, все с детства очень хорошо рисовали. И мама, наверное, думала, что все станут художниками. И старший, и брат мой, и сестра, но в итоге, наверное, это правильно, сестра средняя и я стали художниками. Сестра у меня театральный сценограф Екатерина, а я художник-график. Сейчас я работаю в Арктическом институте
культуры и искусств, креативных индустрий. Там я заведую кафедрой как раз-таки живописи и графики. И именно я открыла направление искусства книги. Ну, Здорово. вот. И Екатерина моя поступила, сестра моя поступила в художественное училище, которое, кстати, в свое время закончил наш отец. Вот. Ну, такое легендарное художественное училище. Это первые художники, профессионалы учились именно там. Вот. В 1945 году открылось это учебное заведение благодаря, так сказать, именно победе, да, и вот в прошлом году мы справляли как раз-таки 80-летний юбилей. И вот наш отец был первым выпускником. Вот. И, конечно же, мы уже по наследству поступали туда, закончили, и у нас не было никаких вопросов на тему, что выбирать. И моя мама была, конечно, счастлива, что я в итоге стала именно художником-графиком. Училась в Красноярском институте, приехала и вот стала работать именно на поприще графического искусства. Вот ваш отец рано ушел из жизни, когда вы были еще маленькой. Сохранились ли у вас какие-то собственные, пусть и очень ранние воспоминания об отце, или это скорее был какой-то сложившийся образ по его творчеству? К сожалению, совсем его не помню, но если говорить о нашей семье, то мама, она создала такой культ личности нашего отца. Очень рано ушел, когда я совсем была маленькая. И поощрялось всяческие движения в сторону творчества. Много очень рисовали и много говорилось о нем, что вот наш отец великий художник. И я, когда была маленькая, ходила в педучилище Намское, и там была галерея его. То есть тоже благодаря нашей матушке они передала целую коллекцию, и там вот организовали выставку. И я тогда впервые, где-то в первом-втором классе, наверное, подумала, ну ничего себе. То есть для меня отец был такой достаточно абстрактная личность, да, ну какая-то вот такая очень возвышенная. И тут вот я поняла воочию, что я прямо имею прямое к нему отношение. Это была, конечно, большая для меня гордость. И я всегда ощущала это вот какую-то особенность таким вот образом. Потрясающе. Вот накануне открылась выставка к столетию в Национальном художественном музее. Расскажите, что это за выставка, какие работы там можно увидеть, чем она особенна? Да, в Национальном художественном музее открылась выставка. Буквально вчера мы ее открыли. И приглашаю всех прийти на эту выставку и посмотреть на очень такую широкую экспозицию, где находятся все его основные работы. Надо сказать, что наш отец, главная его тема, это была тема детства, потому что он иллюстрировал для детей. Да? И вот как он даже там, есть такая экспликация, его слова о том, что он очень любил детей. Очень рано во время войны они осиротели, у него оставалась еще маленькая сестра и братик. И он всегда о них заботился, всегда тревожился. И вот это вот его какая-то, личная боль, да, и вот он очень любил детей. Ко всем относился, а вот художники, которые работают с детьми, ну вот именно посвященные, там нельзя, надо быть всегда искренним и, не обмануть детей. Вот если вы рисуете именно для детей. У меня был мой коллега на выставке, он говорил, художник из Красноярска, он сказал: рисовать детей очень сложно. У меня дети, получаются 40-летние, такие суровые. Да. Это вот такой божий дар. Вот. И поэтому художников, которые выбирают тему детства, это, единицы в самом деле. Также он владел прекрасной анималистикой, то есть умение наблюдать, умение
отрисовывать, находить именно характер, да, движение, пластику. Вот. Еще хочу отметить, что он относился к стилю академический реализм. Ну, это наша, конечно, база для художников. Мы все учимся рисовать, анатомию и так далее, какие-то основные базовые понятия. Но вот его поколение, это был именно классический академизм. И это считается высшим пилотажем, вообще профессиональным, если человек овладел. Особой его чертой было то, что он был прекрасный рисовальщик и постоянно рисовал, каждую минуту. Может быть, потому что он тяжело болел с детства, именно это вот военные годы так отразились. И у него была большая жажда жизни. И он понимал, что творчество — это тоже дар, это вот какой-то какое-то вот вдохновение постоянное. И он обычно спрашивает художника: вы ждете вдохновения? Нет, надо постоянно, вот как мой отец, рисовать. Тогда оно приходит в постоянном таком режиме. Вот. И у нас просто 1000 его рисунков. 1000. В самом деле мы можем, наверное, если прямо углубиться, делать очень много серий вот таких выставок. Я бы хотела немножко остановиться на работе, топовой его работе, водоплавающей. Вот сейчас покажет на экране. Это линогравюра, где изображены два ребенка в водоемчике, и вокруг него плавают утята. Всю жизнь я думала, что это, такой вот художественный прием, такая метафора замечательная. Но если дети в воде, то это водоплавающие, конечно же, утята. Я думала, что в самом деле такого быть не могло. Он как бы применил этот такой прием. Но оказалось, вот сейчас он на экране покажет, есть такой набросок маленький, который доказывает вот ту академическую методологию о том, что художники-реалисты, академисты, они никогда не жестко следуют наблюденности жизни. То есть оказывается, по весне охотники приносили яйца диких утят. Представляете? Этих уток, яйца клали курица. Вот видите вот этот момент. Курица высиживала эти яйца, и утята становились ее детьми. И вот она стоит на берегу, волнуется. Вот. Очень смешной такой, юморной такой набросок. Она переживает. И вот он, когда задумывал эту тему, он соединил вот эту наблюденную историю и вставил ее в картину. Поэтому я, конечно, очень была поражена, удивлена. И каждый раз удивляюсь вообще, насколько серьезно он относился к своей работе. Вот это вот уже обобщенно. Это же сама работа. Спасибо, спасибо большое. Жалко, у нас очень мало времени, но мы хотя бы обзорно увидели выставку. Скажите еще раз, то есть в Национальном художественном музее началась она вчера, и можно будет увидеть картины до какого времени? До середины сентября, может быть, даже больше. Спасибо большое. Желаем, чтобы выставка прошла успешно. Уверена, что все загорелись огромным желанием посетить эту выставку. Обязательно это нужно увидеть своими глазами, чтобы вдохновиться. Ну, а прямо сейчас давайте познакомимся с творчеством семьи Ивченко. Получается, это в исполнении Дарьи Ивченко. Песня ее папы называется «Таблетка от души». Тоже творчество детей. Таблетку от души, чтобы полчаса и отболела. Когда мысли как карандаши болью разрисовываю тело, я вам непременно заплачу. Знаю, что не лечат за бесплатно, просто не хочу идти к врачу. Приходилось быть там многократно. Мы не замечаем, мы спешим, забывая жизнью наслаждаться. Дайте мне таблетку от души, чтобы все пройти и не сломаться.
точится. На-на-на-на. 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 На-на. Мне твердили, вы же не больны, все на месте, руки, ноги целы, но молили о пощаде сны. У тревожной ночи под прицелом, в лабиринте пройденных дорог, одолела серая усталость, каждый день свой приносил урок, но так много в жизни растерялась. Мы не замечаем, мы спешим, забывая жизнью наслаждаться. Дайте мне таблетку от души, чтобы все пройти и не сломаться. Все мотыльки летят на свет, любая боль с годами сточится. Незаменимых в жизни нет, есть те, кого и менять не хочется. На-на-на-на. 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 Мы не замечаем, мы спешим, забывая жизнью наслаждаться. Дайте мне таблетку от души, чтобы все пройти и не сломаться. Все мотыльки летят на свет, любая боль с годами сточится. Незаменимых в жизни нет, есть те, кого менять не хочется. На-на-на-на.